И сегодняшняя тема, она на самом деле называется «Ты владеешь деньгами или деньги владеют тобой?». Потому что, я, может быть, немножко вперед бегу. Я сначала хотел рассказать такой пример. Мы все помним, у нас недавно была пандемия. COVID-19. И, в принципе, я не знаю, кто знает, сколько была смертность от ковида? Не очень высокая, да, вот как бы есть какая-то. Я так понимаю, больше людей умирало потом от последствий, тромбы, кровь сворачивалась, но как бы уже через какое-то время у нас сестра в церкви вот умерла, пережила тяжелую форму ковида, и потом, тромб оторвался, и дома через полгода, или через год даже после этого, да, ада. Если кто помнит, я связываю напрямую, то есть говорят, что тромб, но как бы молодая женщина еще, моложе меня, наверное, была, поэтому вот, но, знаете, на самом деле пандемия или какие-то вот вещи не что-то новое на Земле. И в XIV веке, там, 1347 по 1351 год в Европе была чума, черная смерть. На самом деле она была не только в Европе, но Европу коснулась прямо очень сильно. Есть разные оценки. Кто-то говорит, что от 30 до 60 миллионов людей умерло в Европе. В мире оценки доходят до 200 миллионов. Только вдумайтесь. На тот момент население Европы было ориентировочно 90 миллионов в XIV веке. То есть, по разным оценкам, умерло от трети до половины населения. Некоторые города, они вообще опустели. И это была чума, черная смерть ее называют. Там была бубонная чума. Бубонная, я просто слегка полазил, посмотрел, подготовился, блесну знаниями. То есть бубон — это воспаленный лимфатический узел. И, то есть когда инфекция, она попадала с грызунов. Кстати, пошло, говорят, скорее всего, в Европу с Крыма. То есть в тот момент монголо-татары, они осаждали генуэзцев в порту в каком-то, я не помню, город. И уже в Азии бушевала чума. У монголов было множество погибших от чумы. И полководец этот, он просто начал трупы забрасывать через забор погибших от чумы. И таким образом у генуэзцев вспыхнула паника, когда люди начали умирать, они прыгнули на корабли, бросили город, вернулись в Европу, оттуда все это дело распространилось дальше по странам. По-разному страны пострадали, но были города, где прямо люди бросали дома, либо полностью семьи вымирали, потому что вот именно бубонная чума, то есть когда вирус, он попадает в лимфатический узел, он находит ближайший лимфатический узел, и там они размножаются. И бубона — это вот именно когда он размером с яйцо лимфа становится, то есть появляются как мозоли такие здоровенные на шее, в подмышках, в паху, то есть где лимфатические узлы есть. И вот здесь и заразность, она не очень большая. То есть, если ты его не надрежешь, в принципе, как бы ты не заразишься. И смертность, по-моему, от нее в районе 40, что ли, процентов. Но если чума переходит в легочную форму, если попадает в легкие и так далее, смертность 90%, и она очень заразная. Соответственно, там были разные виды. Черная смерть, потому что кожа выглядела, в том числе черные такие гематомы были. Выглядело ужасно, поэтому называли черная смерть. И вы можете себе представить, я к чему это рассказываю, сейчас поясню. Просто у людей паника была. Здесь ковид-то был, все не знали, что делать, и как бы, Господи, где же мы согрешили. Но здесь набожные люди, многие в Европе, даже если ты не был набожным, они тут же стали все набожные. То есть в основном люди воспринимали как Божья кара. То есть, представляете, смертность была 90%, если от легочной, и там 40-60% от бубонной. То есть шансы, человек заболел, то есть скорее всего он умрет. Либо там, кто-то оставался жив, но люди боялись, никто не понимал, от чего это, догадывались, что как-то при контакте может передаваться. Все боялись, просто людей сразу абстрагировались. И просто, в Европе по-разному проходило, но был такой город в Германии, вернее есть, Любек. И там люди, они просто понесли деньги в церкви, в монастыри, чтобы умилостивить
Бога и для того, чтобы беда, она прошла стороной. Но вот был один монастырь, там в частности, монахи были в ужасе. Потому что, ну, как правило, там люди, например, у них в семье кто-то заболел, они хватают драгоценности, несут, и все понимают, ну, никто не знает, что это такое. Они думают, что это заразное. Они закрыли двери монастыря, запретили людям приходить, но люди все равно, они собирались, и они просто начали перекидывать все вот эти деньги, золото, драгоценные камни, утварь, там, серебро, посуду через забор. И монахи сначала перебрасывали все это обратно, чтобы не заразиться. И на самом деле несколько часов вот такая вот эпопея была, потом монахи сдались, и люди приходили просто и все это туда кидали, и говорят, ну, в некоторых местах там около метра было насыпано вдоль забора, и никто не трогал это неделями, кто-то говорит даже месяцами. Ну, потому что пандемия была там, я не знаю, в каком году это было, где-то приблизительно 4 года свирепствовала. Это была уже на самом деле вторая волна эпидемии. Первая была, говорят, в VI веке. Ну, земля слухами полнится, кто-то говорил, что да, уже такое было. И к чему я это привожу? Знаете, здесь вот просто показательно. Одни люди, они думали, что деньги, богатство, они могут дать жизнь, и они кидали это в церковь. А другие в ужасе боялись, они думали, что это принесет им смерть. И перебрасывали обратно. И на самом деле это, вот, знаете, две распространенные такие крайности вообще среди верующих. Кто-то думает, ну не только среди верующих, среди людей в миру, что деньги решают все, я за деньги могу сделать все. И вторая версия, вторая позиция, что ну, деньги это плохо, деньги приносят смерть. И давайте разберемся с этим. Итак, первая группа думает, что за деньги можно купить себе жизнь. Смотрите, вот при всем при том, что я буду говорить, мы все взрослые люди, мы понимаем, что без денег вообще никуда. Ну, как бы там оно ни было. Но здесь вот люди верят, что за деньги можно купить безопасность, можно купить удовольствие в жизни, здоровье. Ну, кто-то думает, то есть там здоровый образ, или я буду там по суперским врачам, волшебные таблетки. Ну и особо богатые люди, они все еще лелеют надежду, что они смогут избежать смерти. Вот Рокфеллер у нас, по-моему, который самый-самый старший, по-моему, в этом году или в прошлом умер. Сколько ему там лет было, я не знаю. Ему 6 раз сердце пересаживали. 6 или 5. Все пытался смерти избежать. Ну, у меня, кстати, вообще вопросы возникают. Там, говорят, очередь такая, чтобы сердце пересадить, надо еще, чтобы подошло. Интересно, каким образом он? Ну, все понимают. Все животные равны, но некоторые равнее. И несмотря на это, что он 5 раз себе пересаживал, в конце концов он все равно умер. Да? То есть, соответствует ли это истине? Могут ли деньги купить тебе жизнь? И ответ нет. Еще раз, деньги делают жизнь гораздо легче. То есть без денег, вот если их нет, совсем все плохо. Да? А деньги, они дают свободу. То есть, например, для меня, я по своей жизни сужу, не думать вот об чем-то материальном, о каких-то вещах, там, как здорово бы, да, там, заниматься, там, я не знаю, духовной жизнью. Вот я день напролет буду молиться, Библию читать. Классно. А тут надо вот думать о каких-то земных вещах, там, про деньги, про какие-то, да. Но за деньги нельзя купить безопасность. Давайте мы посмотрим на Евангелие от Матфея. В новом русском переводе, я вот просто ребят просил, если у нас что-то есть в новом русском переводе, у меня еще будет современный перевод Библейской лиги. Похоже очень, просто слова мне лучше. Если не будет, вы просто по новому русскому смотрите, а я буду читать, как у меня есть. Не копите себе богатств на земле, где их портит моль и ржавчина, и где воры подкапывают и крадут. Копите лучше себе сокровища на небесах, где их не испортят ни моль, ни ржавчина, и куда воры не смогут проникнуть и украсть. Ведь где твое богатство, там будет и твое сердце. Деньги, они не могут тебя защитить от порчи имущества. Вот здесь говорится про моль, да, от краж, от потерь. На самом деле ничто, чем ты обладаешь в этом мире, оно не находится в безопасности. Ты все думаешь, что все хорошо, там вот, как люди, например, на Украине. Раз,
вообще непонятно, что делать. Все в прах сразу обращается. Не могут, не могут деньги также принести и наслаждение жизнью. Вот если брать, знаете, вот такое вот, абстрагироваться в абсолюте. Я просто читал одного проповедника, у него такое служение, знаете, как у нас, помните, к нам Риши приезжал с Москвы. Ну, он не с Москвы, с Одинцова. И Одинцово это по Рублевке. Его так и называют, проповедник с Рублевки. Как бы, да. И вот здесь типа такого, знаете, у него вот служение, он служит во Флориде, на всяких таких фешенебельных курортах. Флорида это типа нашего Краснодарского края или Крыма. Вот состоятельные люди, которые где-то по всей стране в Америке накопили себе на пенсию, у них, ну, там в смысле прям нормальные деньги. Они вот туда едут, покупают дома, как правило, всегда зимой туда переезжают. Ну, потому что там дождик идет, но снега нет. И он говорит, что, такая вот фраза у него, он говорит: я обнаружил, что большинство из них, вот те люди, которые к нему обращаются, по их собственным показаниям, хотя имели достаточно денег, чтобы купить все, что пожелают, достигли того состояния, где страдали от того, что кто-то так метко назвал болезнью смысла. То есть болезнь, когда у тебя есть все, что ты хочешь, но ты не хочешь ничего из того, что у тебя есть. И ты болен, опустошен, одинок и несчастен, потому что ты можешь делать все, что ты захочешь. И деньги тебе точно не помогут победить смерть. Я уже в пример приводил. Люди тешат себя надеждой, кто-то там себя в криокапсулы помещает, что когда наука, она разовьется, достигнет там чего-то, и когда-то их потом либо клонируют, либо воскресят. Давайте посмотрим Луки 12 глава, с 16 по 21 стих. И вот здесь у меня будет современный перевод библейской лиги. Затем Иисус рассказал им притчу. Земля одного богача дала хороший урожай. Он подумал, что мне делать? Мне негде хранить урожай. Тогда богач решил: сделаю вот что. Снесу все мои амбары и построю большие. И соберу у них все зерно и все добро. И я скажу себе: много добра запасено у тебя на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей и веселись. Но Бог сказал ему: глупец, этой ночью ты умрешь. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так всегда бывает с человеком, который копит для себя богатство, но не богат пред Богом. Итак, за деньги ты не можешь купить безопасность. На них нельзя купить удовлетворенность. И на них нельзя купить защиту от смерти. Короче говоря, за деньги нельзя купить жизнь. При всем при этом, вы понимаете, да, у меня просто нет времени на такие допущения. Мы имеем здравый смысл и понимаем, что другая крайность, когда все говорят, что мы сейчас коснемся этого, что без денег все хорошо, но деньги, за них нельзя купить жизнь. Вторая позиция. Если деньги, они не приносят жизнь, могут ли они принести смерть? То есть давайте мы откроем 1 Тимофею, 6 глава, 10 стих, прочитаем, что говорил Павел. Я прочитаю тоже в современном переводе, да? Потому что деньги – корень всякого зла. Некоторые в своем стремлении к наживе уклонились от веры и навлекли на себя боль и страдания. Так написано. Смотрите, вы купились как бы, да? На самом деле я неправильно прочитал. Там написано не деньги, корень всякого зла, а что? Любовь к деньгам. Почувствуйте разницу. Он не говорит, что деньги – это зло. Еще раз. Потому что любовь к деньгам – корень всякого зла. И некоторые в своем стремлении к наживе больше и больше и больше уклонились от веры и навлекли на себя боль и страдания. Здесь не говорится, что деньги – это корень всех зол. Но это происходит из-за любви к деньгам. Здесь не говорится, что некоторые люди из-за денег отошли от веры. Но из-за чего? Из-за желания иметь больше и больше. Еще раз, деньги – это не зло. То есть другая крайность.
чтобы внести все ясность. Посмотрим Екклесиаста, 5 глава, 18 стих. Также я в современном переводе прочитаю. «Если Бог посылает человеку богатство, собственность и власть, чтобы этим всем наслаждаться, то человек должен радоваться этому. Он должен принять это все и радоваться делу своему, потому что это дар от Бога». Вообще нет ничего зазорного в том, чтобы быть богатым. Второзаконие, 8 глава, 18 стих. Но помни Господа твоего Бога, потому что это Он дает тебе возможность приобретать богатство, подтверждая, как это и есть сегодня, свой завет, о котором Он клялся твоим отцам. Нужно помнить просто, что Бог, Он дает богатство, да? Но деньги это сами по себе, это неплохо. Нам нужны деньги. Мы тратим их на продукты, на оплату счетов. В церкви, как я постоянно говорю, вообще любое мероприятие. Хочешь, чтобы что-то загнулось, лиши финансирования. Забери все деньги, все заглохнет само собой. На энтузиазме долго не уедешь. Кушать всем надо. Покупка бензина, отопление, электроснабжение, коммуналка, на продукты, на десятину, на жертву. Бог никогда не осуждал деньги. И Он также не осуждал богатых людей как таковых, само по себе. Авраам был богатый человек, один из богатейших. Также Иаков, Исаак. Вспомните царя Давида, его сына, царя Соломона. Говорят, что ни до, ни после не было и не будет таких богачей, как Соломон был. Есфирь. Все были очень богатые, были состоятельные. И в Священном Писании на самом деле упоминается множество великих мужчин и женщин, которые были состоятельны в финансовом плане. Так что деньги это вообще неплохо, это нормально. Скажи аминь. Итак, это не хорошо и не плохо. Но смотрите, о чем говорится в Писании, что я хочу донести сегодня. Когда деньги становятся нашим Богом, когда мы начинаем поклоняться деньгам, вот здесь начинаются проблемы. И деньги это либо наш Бог в нашем разуме, либо это инструмент Бога в наших руках. Еще раз я повторю эту мысль. Деньги это либо Бог в нашем разуме, либо это инструмент в наших руках. И чем больше я живу, тем больше я убеждаюсь, что нет никакого промежуточного состояния. Ты либо воспринимаешь, если ты верующий, и ты их используешь, деньги, как инструмент Бога, либо если ты этого не делаешь, то они постепенно становятся твоим Богом. Поэтому вот важно вот это местописание Второзакония 8:18. Помнить, еще раз, что там говорится? Но чтобы помнил Господа Бога твоего, ибо Он дает тебе силу приобретать богатство. Бог дает тебе силу на самом деле. Способности, возможности, знакомых заводить, связи, идеи. Следует задать вопрос, кому принадлежат деньги в твоей жизни? Потому что Библия говорит, что все, что ты имеешь, это принадлежит Богу. Это особенно верно для нас, для верующих, кто принял Христа. В послании к римлянам говорится, что когда мы становимся верующими, мы что делаем? Мы провозглашаем Иисуса кем? Господом. Римлянам 10 глава, 9 стих. Если ты произнесешь своими устами Иисус, Господь, и поверишь в сердце своем, что Бог воскресил его из мертвых, то будешь спасен. Это основание для того, чтобы стать христианином, стать верующим, получить спасение, провозгласить Иисуса Господом. И вот на самом деле,
Со старославянского это все идет. Вот. У нас слово «Господь» и «Господин», они разные в написании, и многие люди, вот Господь какое-то вот абстрактное, что-то такое. Но во всех остальных языках и в оригинале, что в греческом, все, что в остальном, это слово означает «Господин». Если ты Иисуса назовешь Господином и будешь веровать в сердце, что Бог воскресил его из мертвых, ты получишь спасение. То есть мы, когда его приняли, мы его провозгласили Господином в нашей жизни. Что это означает? Вот в те времена это слово, оно несло однозначный смысл. Был рабовладельческий строй, были рабы и были господа. У раба нет. Почему раб Божий вот осталось, да? Потому что я признал его господином. Он мой господин, я его раб. Ну вот до сих пор в православном там вот часто это встречается. Что это означает? У меня нет ничего своего. У раба не было ничего. Даже дети, которые рождались в браке, они принадлежали господину. Все имущество, которое было у раба, оно также принадлежало господину. И здесь вся суть в том, что все, что ты имеешь, что тебе дает твой господин, это не твое, это его. Но ты поставлен распорядителем над этим. Твой господин тебе доверил это в твою жизнь, и в определенный момент, когда мы пойдем и встретимся с ним обратно, он тебя спросит, как ты с этим обращался, потому что это не твое, это его. Я немножко, может быть, сейчас отступление сделаю, в том числе и от денег. Это не только финансовой сферы касается. Он спросит тебе, как ты распоряжался теми деньгами, которые он тебе дал. Но помимо этого он спросит тебя, а как ты распоряжался своими друзьями, которые тебе он дал, знакомствами, связями. Более того, я тебе скажу, он с тебя спросит, как ты обращался со своей женой и со своим мужем, которых он тебе дал. Как ты обращался со своими детьми, которых он тебе дал. Это не твое. Ты распорядитель. И здесь все заиграло совсем другими красками. Да, скажите. Одно дело, когда я свою жизнь спускаю в унитаз. И совсем другое, когда я спускаю в унитаз то, что мне Бог доверил. Ответственность другая, вы понимаете? Еще раз. Это означает, что мы отдаем Ему власть над всем, чем мы владеем. Вот смотрите, если у нас сейчас все больше в электронном формат перешло, в том числе и всякие денежный оборот, перечисления, все меньше и меньше у нас денежных купюр в бумажнике лежит. Но вот все, что есть у тебя, например, в бумажнике, пластик, который имеет доступ к твоим счетам, где хранятся деньги в цифровом виде, либо бумажные деньги, на самом деле это все принадлежит ему. Но я использую его деньги, которые он мне дал, для того, чтобы оплачивать свои счета, для того, чтобы заботиться о моих близких. Но, еще раз, внимание, он владелец, я распорядитель. И если у меня с ним тесные отношения, я его спрашиваю, я прошу у него мудрости, Господи, что делать? Что ты меня спрашиваешь? Я тебя начальником поставил над этим, распоряжаться. Совет он тебе дает, ты чувствуешь, если он тебе что-то говорит, и ты делаешь. Ты распорядитель. Но хозяин он. И вот смотрите, в моем понимании, я могу ошибаться, но я сомневаюсь. Вот в моем понимании вот эта трезвая теология денег, что касается обращения. Все, что тебе дает Бог в твоей жизни, оно принадлежит Ему. А ты, как добрый распорядитель, здесь поставлен. Возникает вопрос, как мне узнать, вот является ли, классная теология, да, здорово, мы все согласны. Как узнать, является это реальностью в моей жизни или нет? Что значит? Я же распорядитель. Кто мне судья, как я там трачу? Куда придем, там и узнаем, да? Здесь, но можно знать здесь, на самом деле. Есть определенные маркеры, которые могут тебе показать, владеют ли твои деньги тобой, или твой Бог владеет твоими деньгами. На самом деле все зависит от отношения, как я отношусь к деньгам. Поэтому нет однозначного ответа.
Хорошо быть богатым, плохо быть богатым, хорошо быть бедным, или это гораздо лучше быть богатым, ребят, я вам скажу. Но для кого-то это богатство может закончиться тем, что, как вот я не помню, кто из проповедников говорил, когда вот там в 90-е покаялся, там был молодой и там молился, чтобы у него была какая-то там машина. Ну, не знаю. Все зависит от моды, где живет, в какой стране, и там это, ну, предположим, там молился какой-то там немецкой иномарки, что вот Господь, пусть у меня такая будет. И он говорит, что слава Богу, мне Бог не дал, когда я уже подрос, потому что если бы он мне дал в тот момент, когда я был молодым, я бы на этой иномарке так бы и уехал куда-нибудь. Из церкви, из семьи и вообще непонятно куда. Давайте посмотрим на послание Ефесянам, 4 глава, 28 стих. Смотрите, здесь Павел пишет, обращаясь к новообращенным христианам. Кто привык красть, не должен больше этого делать, а должен трудиться и делать что-нибудь полезное своими руками, чтобы приобрести то, что можно было бы разделить с тем, кто в нужде. Смотрите, вот пришел вор, по жизни был, воровал, пришел в церковь, покаялся, он говорит, что тот, кто был вор, больше не кради. Да? Но это самое первое, что он должен делать. Если бы только на этом заканчивалось, то, ну, что бы отличало вора, то просто безработный вор. Он как был вором, так и остался, просто сейчас не крадет. Этого недостаточно для того, чтобы человек, он изменился. Если вор не ворует, это просто безработный вор. Но Бог ожидает, что он изменится. Он изменит свой образ жизни, вообще все мышление вот это. Потому что для вора работать, как сказать политкорректно, вы все знаете это слово, ну, ему, в общем, не положено работать. Но что он должен делать вместо воровства, здесь написано? Смотрите, должен трудиться и делать что-нибудь полезное своими руками. Для того, чтобы вор он изменился, надо не просто перестать воровать в постоянной работе. Пока вор не приобрел привычку раздавать деньги даром, еще раз, не все деньги, да, но часть какую-то. На самом деле, вы знаете, вот это вот такое вот мышление, я одного психолога у детского прочитал. Он говорит, что вот это младенческое мышление. Мы начинаем верить, вот особенно дети, когда они маленькие, вот младенцы, ты их в младшую группу в садике отводишь, вот они думают, что вот все, что у меня есть в руках, все мое. Знаете, младенческое мышление. Если я что-то захотел, это мое. Если я дал тебе что-то, а потом передумал, это мое. Если я могу забрать у тебя что-то силой, это мое. Если мы сидим там, конструктор собираем, все детальки, они мои. Хотя мы их вместе собираем, что-то делаем. Если это мое, это никогда не будет принадлежать тебе. Никому другому, несмотря ни на что. Если это выглядит как мое, значит это мое. Ну, у детей все просто. Кто-нибудь замечал, я не знаю, у кого дети были маленькие, и вы помните, как они ведут себя? Так и есть. Но вы знаете, в чем проблема? Если не заниматься их воспитанием, если вот это все пускать на самотек, если дети сами не будут осторожны, они могут вырасти взрослыми, а мышление будут осторожны. Они могут вырасти взрослыми, а мышление останется таким же, младенческим. Но для того, чтобы Бог он исцелил, чтобы нам поменял вот это вот мышление, нам нужно изменить то, как мы обращаемся с деньгами. Именно поэтому Павел, он говорит Тимофею, когда наставляет молодого служителя, и он ему говорит, что нужно научить богатых жертвовать, делиться чем-то. Давайте мы посмотрим 1 Тимофея, 6 глава, с 17 по 19 стих. «Наставляй же тех, кто богат в этом мире, чтобы они не заносились и возлагали все свои надежды не на неверное богатство, а на Бога, который с избытком обеспечивает нас всем нужным для наслаждения.
наставляя их, чтобы они совершали добрые поступки и считали богатством то добро, которое делают. Пусть они будут щедрыми и готовыми поделиться своим имуществом, тем самым запасаясь сокровищем, которое станет основой для будущей истинной жизни. Обратите внимание, что говорит Павел, когда он обращается к состоятельным людям. Если вы хотите избежать того, чтобы попасть вот в эту ловушку своих денег, если вы хотите начать доверять Богу и жить жизнью, которая действительно является жизнью, чтобы была настоящая радость, и чтобы не деньги владели тобой, но ты владел, тогда богатей добрыми делами. Не будь таким скрягом, не зажимайся. Будь щедрым, будь готов делиться. Смотрите, внимание, здесь не говорится о том, что иди и раздай все. Или там большую какую-то часть, но будь готов, будь чувствителен к этому. Не говорится ни в процентном соотношении, ничего. На самом деле, кто тебе судья? Все, что твое, твое. Никто тебе и слова не скажет. Кроме того хозяина, который там есть. Если он тебе говорит в сердце, если он тебя что-то побуждает, не закрывайся от него. Вы понимаете, о чем я? Еще раз, Бог не говорит раздать все. И на самом деле было бы странно, богатые люди, они потому и богатые, потому что они умеют не просто зарабатывать, но и сохранять. Потому что если ты ведешь себя как пьяный вахтовик после смены, сеятель, по буфету ходит и разбрасывает, угощаю всех, это ничего хорошего. Сколько же должен давать богатый человек, кто-то может спросить. Знаете, на самом деле, я бы по-другому вообще сформулировал вопрос. Потому что в моем понимании, знаете, я вот такой вот, я коснусь, может быть, немножко вперед забегаю. Это не касается вообще только богатых людей, когда человеку, им обладают деньги. Я так много это видел среди тех, кто беден откровенно, а также среди тех, у кого средний достаток, вообще никак от материального состояния не зависит. Вот это вот состояние, когда деньги, они владеют тобой. Но что Бог говорит вообще на самом деле? Вы знаете, Он нас пропускает вот через программу такое вот обучение. Вы знаете, что Бог говорит, что Ему угодно, так скажем. Он не говорит, но мы живем в Новом Завете. Кто-то скажет, да, вот если десятина, это Ветхий Завет, Иисус нас освободил от проклятий закона и так далее, все, что касается ритуального закона. Вы помните, моральный закон Иисус не отменил своей смертью. Как было написано, не убей. Это до сих пор актуально, не убей. Написано, не прелюбодействуй. Это до сих пор актуально. Не нужно спать с чужой женой. Да? Моральный закон в силе, но ритуальный он нас освободил. И кто-то может сказать, десятина, вот это, мы все там освобождены. Зачем я туда полез вообще? Но если посмотреть, 14 глава Бытия вообще, до того, как вообще все было основано, там вот есть, знаете, как говорят про образ, Мелхиседек. Вы помните, Авраам, когда он погнался, у него украли Лота, не украли, угнали, да, там всех, вернули, всех разбили и так далее, он на пути встретил, он отдал ему 10-ю часть, почтил Бога Всевышнего. Это всегда было у Бога. И Бог говорит, что на самом деле, это здраво, мы должны отдавать 10-ю часть от того, что мы зарабатываем. И вы знаете, чем больше я живу, тем больше я понимаю, на самом деле, этим Бог, кто-то говорит, Богу же не нужны деньги. Да, и аминь. Но ты знаешь, что если ты хочешь, чтобы деньги, они не владели тобой, это вот тоже такой показатель. Если ты даешь, это вот прямо такое вот обрезание твоего сердца. Тебе точно не жалко, и тебе не жадно, и ты показываешь, кто на самом деле Бог в твоей жизни. Вы понимаете? Это больше тебе надо, чтобы у тебя сердце было нормальное. И 10% это немного. Но помимо этого Бог говорит, что я хочу, чтобы богатые они начали думать, что не только там Богу, чтобы они в церковь приносили,
Но если ты видишь, что кто-то есть в нужде, и ты можешь ему помочь, не проходи мимо. И в любом обществе есть люди, которые требуется помощь какая-то. Опять же, бывает материальная, бывает, знаете, бывает какое-то просто участие нужно. Поддержка. Но ты тратишь свое время рабочее, на которое ты мог бы тратить на то, чтобы зарабатывать, ты тратишь кому-то. Понимаете, здесь вот, провести такую вот черту нельзя и дать однозначного рецепта, но прямо вот показатель, хочешь иметь правильное отношение в этом смысле, чтобы Бог, Он был господином, первое это жертва и десятины. Если ты этого не делаешь, но на самом деле что-то не так с твоей теологией. То есть ты его провозгласил господином, но на деле ты этого не показываешь. Я уже приводил вот пример, помните, у нас вывеску заменили? Везде уже. Потому что я там как узнавал, везде уже, кстати, в России давно поменяли. Кто-то мне сказал, что что-то там с франшизой у них здесь как-то по-другому было, да, вот на Дальнем Востоке. Как-то они хитро покупали, когда в Москве уже давно все отменили. У нас уже везде Ростикс был. Вернее, там Ростикс, а у нас до сих пор KFC оставалось. KFC это что такое? Это Kentucky Fried Chicken или курица, жареная по-кентукски, если так на русский перевести. И помните, такой дедушка был с бородкой, это полковник Сандерс, основатель вот этой всей темы ресторанов. И я рассказывал его историю, мало кто знает вообще. На самом деле, залог успеха это то, что курица в кляре, в сухарях, обжаренная в масле там и, в общем, Южные Штаты там вообще, помните у нас, как Джон Андерсон был у нас, который на выездах церковных курицу готовил. Он говорил, что, он, кто не знает, он черный, в смысле негр. У нас разрешенное слово в русском языке негр. Черный не очень звучит, да? У негров, у них особые взаимоотношения с жареной курицей, как бы, знаете, как он там устоять не может вообще. Но перед тем, как он, знаете, вот это, классный рецепт, вовремя продукт представил, все было хорошо. Но помимо этого, мало кто знает, что он был полностью банкротом, уже возрастной дядька, полковник, потому что, соответственно, воинское звание. И сидел в машине, спал вообще. И он говорил, что, Господи, благослови, я буду отдавать тебе 50%, половину от того, что я зарабатываю. И когда Бог его поднял, знаете, он принадлежал, у них такое странное название церкви, неинструментальная церковь Иисуса Христа. Они вообще нормально поднялись, потому что по всему миру, сначала все штаты, дальше франшиза по всему миру, но помимо этого, вы знаете, он благословлял, он основал так много христианских колледжей, в смысле спонсировал. Помимо этого, существовала куча программ, когда он молодым проповедникам, как правило, студенты, люди небогатые, он полностью оплачивал обучение, стипендии, учебники для того, чтобы они становились служителями. И сам по себе, жил достаточно, я не знаю, не могу точно сказать, но, по-моему, как бы не был таким экстравагантным человеком в одежде и во всяких таких вещах. Но суть в том, что, смотрите, я не призываю никого отдавать половину. Не, кроме шуток, то есть могут люди в крайности бросаться. Я за то, чтобы были взаимоотношения с живым Богом. Но если ты пообещал, если ты что-то получил, это между тобой и им. Понимаешь, у него вот было такое откровение. И на самом деле, это прям вообще экстрим. Если... это прям серьезный шаг. Я, может быть, вот свой пример приведу. Вы знаете, когда... ладно, не буду. Не-не-не. Как будто специально сделал это. Прям неудобняк получается. Вы знаете, мы когда начали строить церковь, у нас не так много было состоятельных людей, или там не то, что я был состоятельный, но не так много бизнесменов. Там, вы помните, у нас здание стояло, там трубы, я не знаю сколько. И вот в тот момент, так как у нас бизнес был такой, мы шубы продавали, если кто не знает. В те времена прямо каждая женщина хотела иметь шубу, поэтому прибыльное дело было, так скажем. Но я был не один, у меня были еще там родственники, мама, там брат и так далее. И мы все время будем давать десятину. И не все были согласны, так скажем, там еще были другие родственники.
И я просто заметил, мы вроде бы согласились, но кто-то постоянно что-то тырит. И мы не отдаем как бы 10%. Я потом сказал, ребят, ну нас же никто не заставляет, ну давайте решим, 10 много. Как бы вот сердце не лежит, давай 5 будем давать. Что, ну 5 вообще нормально, давай 5. И мы начали давать 5, и как бы вы знаете, как поперло. Вот когда все согласились, прямо вот, ну, рост был такой. Не в том смысле, что вот там как-то жадно даешь, и там чего-то тебе вот прямо все страдают. Вот Бог, Он не за это. Да спокойно все. Он говорит, бремя мое легко. И прямо рост такой был, знаете, в этом, ну, в бизнесе имеется в виду. Вот. Ну и здесь какие-то дела двигались. Потому что на самом деле вот эти все нездоровые мероприятия, что давай, фура приехала с шлакоблоками, пойдем братьями ее разгрузим. Как бы гораздо проще заплатить, знаете, и за кран, и за грузчиков, чем братьями. Ну, конечно, оно полезно, наверное, для здоровья. Не, вот это точно не полезно. Да, Олег. Еще раз, смотрите, вся суть здесь вообще вот именно в перспективе. Нельзя сказать по материальному состоянию человека, что вот это в прямой зависимости, жадный он, не жадный, что деньги владеют им. Еще раз, это вообще никак не влияет. Поэтому не только богатые находятся под контролем своих денег. Даже больше я вам скажу, ну часто бывает, я чаще встречаю людей, ну, так скажем, среднего или небольшого достатка, у которых с жадностью все в порядке. И которых там вот ими владеет прямо вот деньги их Бог. Кто-то может сказать, не, ну, конечно, богатым им же что, легко давать? Дал, у него еще там куча осталось. Но, знаете, богатый то же самое может сказать, что, а что ему, что дал, что не дал, если как не было ничего, так ничего и не осталось. Легко. И у каждого свое. Но я тебе хочу сказать, что, смотрите, вот здесь Бог вот он именно поэтому, знаете, все универсально. 10% это что? Ну, если у тебя есть 10 рублей, это будет рубль. Но когда у тебя и отдать вроде бы несложно, ну такой, ну не, ну что это же, там ничего не значит, это там, ну, какой смысл? Да смысл в том, что вот ты этим себя и воспитываешь, что вот как бы вот это вот обрезание, оно таким вот образом из веры в веру. Сначала у тебя десятка, ты отдал рубль, потом у тебя сотня, ты отдал 10 рублей, 1000 ты 100 отдал, 10 тысяч. Потому что если ты жмешь с 10 рублей, и тебе придет миллион, я тебе точно говорю, 100 тысяч, у тебя рука не поднимется куда-то отдать. Это проверено. Но когда ты верен в малом, Бог дает и больше. Вы понимаете? Опять же, смотрите, я не проповедую здесь сеяние и жатвы, вот это вот все, что дайте и дастся вам. Ну, я все-таки верю, что Бог это не автомат. Пошел, копеечку бросил, за рукоятку дернул, тебе насыпало. Бог говорит, что да, Он верен, обещавший, Он благословляет и так далее, но Он суверенный Бог, и все в Его в руках. Вы понимаете? И вот здесь важно именно отношение в нашем сердце. Если у тебя такое отношение, просто вот вообще, не все люди верующие становятся богатыми. Вы заметили? Как бы там что ни проповедовали, если бы это вот так работало всем, ну не все, особенно когда, знаете, вот я помню Джона Ванзини. Нет, я прошу, ну, я помню, что это он потом покаялся в своем там вот, по-моему, это Бенни Хинн был. Когда вот он ездил, он приехал там в Африке, он говорит, что я понял, что это не работает в бедных странах. Ну, хорошо в Америке там проповедовать, когда и там особенно у тебя там друзья, у того корпорация, у того свой бизнес, и ты там, и тебя там все сеют и так далее. Но в Африке немножко по-другому работает, да, когда общее экономическое состояние общества, оно влияет вообще на всю жизнь. Церковь это срез общества, да. И опять же, я не отменяю чудеса Божии и то, что Бог, Он верен, но я хочу, чтобы у нас было правильное отношение в сердце. Вы понимаете? Сейчас у нас 30 лет как коммунизм кончился, ну, вернее, его даже он и не настал. Я к тому, что капиталистическое общество, кому-то хорошо, кому-то плохо, есть плюсы, есть минусы свои. И я вообще никак не оцениваю, в политику не лезу, но нам навеивал, ну, такой насаждался культ денег в том числе, что деньги могут все. Ну и до сих пор, на самом деле, мы хотим, чтобы все продавалось.
Реклама — двигатель прогресса, поэтому с каждого телефона, с каждого инстаграма, с каждого утюга тебе рекламируют, что тебе это надо. Каждый год новый телефон. Каждый год отпуск. Сначала в Турции, потом какой-нибудь авторский на Мальдивах, потом 2 раза в год нужно ездить. Ну и так далее, и так далее. Смотрите, это вообще все неплохо, тоже в том числе. Если ты можешь себе это позволить. Но что я хочу сказать? Если ты хочешь, чтобы оценить, работает ли вот эта теология, я думаю, что все, ну, может быть, кто-то не согласен, но что Бог, Он владеет всем, что у нас есть в жизни. Он владеет всеми деньгами, мы как распорядители. И работает ли это? Это отношение в твоем сердце. Даешь ли ты? Легко ли ты? Слышишь ли ты Бога? Легко ли ты расстаешься? И еще раз, не нужно быть богатым для того, чтобы совершать добрые дела и что-то делать для Бога. Вспомните бедную вдову. Иисус просто так, что ли, сказал? Имеет не какая-то сумма, хотя это, конечно, важно, например, это важно для людей, для церкви, там, например, это существенно. Но Бог смотрит по-другому. Он говорит, ты там дал, и для тебя это там, какая-то малая часть, и это значительная сумма, а она вообще все пронесла. Все, что было, она есть больше не будет в этот день. Он говорит, что это было все ее пропитание. Вот эта лепта, которая у нее была. Кто дал больше? В этом. Поэтому, еще раз, если у тебя мало и ты не делишься, ты все, мне мое, я тебе уверяю, если у тебя когда-нибудь и будет много, все то же самое останется. Потому что сердце даятеля, оно не зависит от твоего состояния, сколько у тебя есть. Я вспоминаю 90-е годы, вы знаете, в принципе, у всех все было приблизительно, вот только-только Союз развалился, и приблизительно одинаково у всех было. У всех все плохо, у всех все мало. Когда вот эти окорочка там и так далее, вы знаете, там банка соленых огурцов, она решала. То есть человек там был благодарен и так далее. И легко ли было давать тогда? В церкви была одна машина, я помню, например. Сейчас парковаться негде, мы вон там уже машины ставим, я к вопросу, хуже мы живем или лучше. В материальном плане Россия не жила никогда так хорошо, как сейчас, я вам скажу. Но независимо от общества, от всего, знаете, всегда есть кто-то, кто нуждается в помощи. Если ты бедный, ты скряга, даже если ты станешь богатым, ты скрягой и останешься. Не обязательно быть богатым, чтобы использовать свои деньги для Бога. Важно иметь сердце, которое слышит, и быть готовым помочь кому-то, и откликнуться на это. И тогда ты знаешь, что если это было в твоей жизни, если это происходит, ты можешь сказать, что у тебя все нормально в этом плане. Что твой Бог, Он владеет твоими деньгами, а не твои деньги владеют тобой. Еще раз. Деньги — это либо инструмент Бога в наших руках, а если они такими не являются, то в конечном итоге они станут идолом для нас. Если я не найду способ использовать свои деньги для Бога, в конце концов, я позволю деньгам стать моим Богом. Но если я найду способ использовать деньги для Бога, то я гарантирую, что они будут принадлежать Ему, а не мне. Они Ему принадлежат, я как распорядитель. Я как-то читал, тоже один проповедник, он делился, как они ужинали в очень, здесь именно не состоятельная, а богатая семья. Вы знаете, в Америке у нас нам трудно, не дано такого. У нас после революции, практически вся знать, она уехала, была раскулачена, там и так далее. Появилась новая знать, так скажем, партийные функционеры. Но вот в Америке просто у них есть такой район, Новая Англия называется, это Массачусетс штат.
Если на карту США посмотреть, это восточное побережье, там как бы сверху Новая Англия, и там все старые деньги. Там приехала благородная кровь с Англии там, и так далее. И вот они с той поры очень состоятельные люди, ну в смысле прямо вот богатые. Те люди, которые владеют страной. И вот он в одной из таких знатных семей, они ужинали, и ну, все было как бы обыкновенно. Ничего помпезного, то есть еду подавали не из какого-то тонкого фарфора, никаких серебряных золотых вилок, мебель обыкновенная, как бы, ну, все в пределах разумного. И заметив все это, потом он сказал, ну, спросил хозяина дома, он говорит, скажите на милость, как вам удалось вырасти, он был воспитан, вот, рожден человек с серебряной ложкой во рту, ну, пословица, да, в русском языке, и как вы не погрязли в материализме? И вот этот человек, он сказал, говорит, слушай, мои родители всегда учили нас, что все в нашем доме было либо идолом, либо инструментом. Просто родители, они дали вот правильное понимание, что это всего лишь инструмент какой-то. И вот обычно, знаете, ну, может быть, здесь уже, когда люди, они неожиданно разбогатели, обычно им нужно, чтобы у них все блестело, ездили на Феррари, на руке часы за $1 000 000, не рублей, ну и так далее, и так далее. У кого действительно есть деньги, не обязательно так, но которые родились в этом, многие, если получили правильное воспитание, относятся гораздо спокойнее. Им не нужно блестеть, шуршать всем этим, да? Они понимают, что это просто инструмент. Когда мы вот это все услышали, возникает вопрос, чего ты ищешь в жизни? Смотрите, еще раз, стремиться быть богатым неплохо. Главное, чтобы это желание, оно у тебя все остальное не затмило. Хочешь ли ты этого главу угла ставишь, или ты ищешь Бога, которого вот Иисус описывал? Давайте прочитаем последнее место Писания. Матвея 6 глава, с 24 стиха. Иисус говорит, никто не может служить двум господам, так как этот человек будет ненавидеть одного господина и любить другого. Еще раз, здесь вот эта концепция, вы понимаете, никто не может служить двум господам. Ты признал его господином, Господом, хозяином. Он говорит, Иисус говорит, никто не может служить двум господам, так как этот человек будет ненавидеть одного господина и любить другого, или станет верным слугой одному и нерадивым другому. Вы не можете быть слугой и Богу, и деньгам. Поэтому говорю вам, не заботьтесь о том, что есть и что пить для поддержания вашей жизни. Не об одежде для вашего тела, ведь жизнь значит больше пищи, а тепло одежды. Посмотрите на птиц в небе. Они не сеют и не жнут, не собирают урожая, а ваш Отец Небесный кормит их. Разве вы не значите гораздо больше, чем они? Да и кто из вас может волнением продлить свою жизнь хоть на час? И зачем беспокоитесь об одежде? Посмотрите на полевые цветы, как они растут. Они не трудятся и не шьют себе одежды. Говорю вам, что даже Соломон со всем своим великолепием не носил таких одеяний, какие имеют они. И если Бог с такой роскошью одевает полевые растения, которые сегодня есть, а завтра будут брошены в печь, то разве Он не оденет вас, маловеров, еще лучше? Так не беспокойтесь и не говорите, что нам есть, или что нам пить, или во что одеться. Язычники беспокоятся обо всем этом. Ваш же Отец Небесный знает все ваши нужды. Почему Он это говорит? Он говорит, что заботьтесь прежде всего о Царстве Божьем и о том, что Бог требует. И тогда все необходимое будет вам дано. И не заботьтесь о завтрашнем дне, потому что завтрашний день принесет с собой свои заботы. Каждый день полон своих забот. Я где-то, в каком-то журнале, когда еще были журналы давно, брали интервью у жены одного известного, богатого спортсмена в прошлом, то есть знаменитость. Она писала такие слова, что говорит, всю свою жизнь я искала богатства и призрачного счастья, но я нашла то, что мне действительно нужно у подножия креста. Кто-то, может быть, помнит, к нам приезжал Тео Джим Хук, был такой
Сингапура, в общем. Ну, китаец, наверное, да? Ну, по национальности он хань, в общем, китаец Сингапура. Состоятельный дядька, наверное, я не знаю, пусть Господь продлит его дни жизни, но было уже давно, ему тогда было 73 года. Они приезжали со своей женой, здесь такой у них тур был. Лену солили, пророчествовали тут что-то. Мало кто знает, что человек был очень состоятельный. Жена, она была юристом в фирме. Знаете, как наши олигархи живут, то есть у него дети все в Лондоне, внуки в Лондоне, туда-сюда летают. Он возглавляет корпорацию большую. Если кто был в Сингапуре или видел картинки, там есть такой казино, 3 башни, и сверху такой, как лодка сделана, и там бассейн такой с безграничными краями. Если там сидишь, оно как бы выливается. И вот его здание, его офис, он находится прямо напротив, верхний этаж целиком это его офис. И панорамные окна, как он говорит, это лучший вид, который можно купить за деньги в Сингапуре. Ну, то есть дядька состоятельный. Он был здесь у нас, проповедовал на 1-м этаже, такой евангелист. Ему тут варенья надарили кучу, огурцов соленых. Он все брал и говорил, что я буду с этим делать. Вот, и когда мы были, я делал экскурсию, возил их просто. Я еще не знал, что, я догадывался. Как бы это. Он привез, помню, такую пачку у него была. Потратили они мало, потому что все было как бы это. Он потом взял и все пожертвовал на церковь. У нас сразу, что-то купили, я не помню. Но что-то мы купили, какие-то там цемент, бетон, там, то есть еще на той стадии все это дело было. 2-й этаж, он был пустой. И я делал экскурсию по городу, и рассказывал, что вообще город, чем живет, где какие предприятия, что это. И проезжаем мимо магазинов APL Diamond. Я говорю, в принципе, если хотите, как бы супруги, можно там бриллианты посмотреть, как бы якутские. Как бы вот у нас здесь магазин, там туда-сюда. Его жена такая улыбнулась и говорит, мне, говорит, уже не надо. Если бы, говорит, ты знал, я раньше была такая, Бог меня избавил от всего от этого, и как бы через это прошла. Хорошо, когда человек, вот уже все познал, ему уже ничего не надо, как бы, у меня уже все было, меня Бог освободил от этого. То есть раньше она побрякушки собирала, я так понимаю, видимо, я тогда понял, что, видимо, наверное, состоятельные люди. Потому что я в шутку сказал, а она так серьезно, нет, уже не надо, спасибо. Просто не буду больше ничего говорить, на самом деле выбор прост. И он зависит только от тебя, и никто за тебя выбор не сделает. Хочешь ты призрачного счастья? Или Божья любовь у подножия креста? Что ты выбираешь? Это уже от тебя. Аминь.